Имамы и муллы Таджикистана оказались под подозрением у правоохранительных органов. А все из-за нескольких религиозных служителей, которых арестовали по подозрению в совершении преступлений сексуального характера. Еще недавно они говорили в своих проповедях о таком грехе, как измена, а сами попались на это. Теперь все представители духовенства Таджикистана под пристальным вниманием милиции. Это видео одно из первых, распространившихся по социальным сетям и мобильным телефонам Таджикистана. Общество негодует. Это не мулла, а мошенник. Асадулло Ибрагимов был известен среди местного народа как мулла-целитель. Клиентов у него было много, и обращались к нему люди с различными недугами. Асадулло Ибрагимов лечил их талисманами и амулетами. Но после того интимного видео Асадулло Ибрагимов закончил карьеру целителя. Отсюда его не спасли ни заговоры, ни амулеты. Против него возбудили уголовное дело сразу по 2 статьям: посягательство на честь и повторное мошенничество. Суд назначил наказание псевдомуле в виде 7 лет тюрьмы и штрафа в размере 14 600 сомони. Это чуть более $2600. Появление этого видео в интернете породило среди населения слухи о том, что это подстава от силовых органов. После этого правоохранительные органы решили показать недостойное поведение псевдомул по телевизионным каналам. На днях по телевизору видела видео, которое пробудило во мне ненависть к некоторым женщинам, позорящим имя всех женщин и так называемых домуло. Как таджикская женщина может сама себя позорить? Женщины не должны поддаваться суеверию. МВД раскрыло порядка 10 случаев посягательства псевдомул на женщин. По каждому делу велось видеодосье. По информации следователей, жертвы сами обращались в милицию с заявлениями на непристойное поведение целителей. Таких случаев без заявлений тоже много раз нами было раскрыто. Когда люди пишут заявления, мы тщательно все изучаем и работаем над этим. Вы посмотрите, сколько людей подвергаются мошенничеству. Несмотря на общественный резонанс в Таджикистане, таких случаев меньше не стало. Последнее видео, которое показали по телеканалам в начале этого августа, вызвало народный гнев. Женщина, обратившаяся к муле, подверглась посягательству в священный месяц Рамазан. Человек на видео — 56-летний Абдурахим Ибрагимов, отец 9 детей, имам хатиб мечети в Бухтарском районе Хатлонской области. Он задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью. Имам не только посягал на честь женщин, но и вытворял с ними непристойные действия. Я снял с нее платье и шарвары и обнял ее, а также написал дуа под пупком и на груди. Другой амулет, на котором был написан дуа, я растирал под пупком. Анализ всех таких дел показывает, что к мулам и целителям женщин приводят семейные проблемы или бесплодие. При этом уже известно, что так называемые лекари даже не знали ни одного аята и не могли читать по-арабски, но при этом смогли убедить своих пациентов в своем статусе священнослужителя. Возьми 7 связок недозрелой гармалы, 2-3 баклажки кипяченой воды, 1 пачку чая и пачку соли. Еще тюбик вазелина. Я приду к тебе домой лечить. Нет, здесь я не принимаю. Милиция на нервы действует и говорит сдавать налоги. Нарзулло Салихову 66 лет. У него нет ни медицинского, ни религиозного образования. К тому же не доучился в школе. Основная его профессия – автомеханик. Но кроме этого он считает себя уникальным целителем, особенно бесплодных женщин. Я лечил бесплодных женщин и другие женские заболевания. С помощью шланга я читал дуа. Во время сеанса женщины садились чуть дальше меня, сами вводили шланга, я читал. У меня есть дуа на 5 самани, на 10, 15, а если женщины просили, то и по 50 самани читал. Был пойман и мулла Бурханиддин, 1928 года рождения. Еще в подростковом возрасте он получил пару занятий у муллы односельчанина. И на этом его духовное образование закончилось. Что, однако, не помешало ему заниматься лечением людей в качестве муллы-целителя. Несмотря на свой почтенный возраст и 4 детей, он также домогался своих пациентов.
Меня на это натолкнул шайтан, или на меня разгневался Аллах. Я раскаиваюсь, я не знаю, что я натворил. Я раскаялся, я днем ночью каялся. Прошу всех прощения. Это такие люди, желающие зарабатывать на народе, обществе. К сожалению, такие люди, вне зависимости от возраста, занимаются надувательством. Они именем ислама пачкают сам же ислам. Псевдоцелители были задержаны в Сагдийской и в Хатлонской областях. Еще несколько таких псевдоцелителей арестовали в окрестностях Душанбе. Все эти случаи были показаны по телеканалам, чтобы предупредить население Таджикистана об опасностях народной медицины. Мы разработали план мероприятий и организовали агитационную группу. Эта группа в 20 микрорайонах провела разъяснительные работы. Наша цель – разъяснение населению о недостойном поведении таких мул, народных целителей и различных колдунов. Смотрите, что происходит в обществе. Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан недоумевает по поводу всех таких случаев. Они объясняют это низкой грамотностью населения. Все эти разоблачительные дела, показанные по телеканалам, морально сказались на официальном духовенстве страны. Хаджа Исмаил Пир Мухаммад Заде, имам хатиб Гисарской мечети, считает, что все арестованные – это неверующие люди. Они не религиозные и даже вокруг не были. За свои поступки они вообще не должны говорить о религиозности. Они, по-моему, превратили свою религию в источник дохода и мучили народ. Что я могу им сказать? Чтобы Аллах направил их по правильному пути и дал им совесть. Появлению таких мошенников общество зачастую обязано самому себе. Ведь большинство людей в Таджикистане все свои проблемы привыкли решать через религию. Особенно лечиться. Верить в Аллаха, конечно, никто им не запрещает. Но то, что касается лечения, врачи все-таки лучше муллы.